Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Судный день. И сегодня, иншаллах, начнем разбирать, каково же будет положение верующих, но грешников. До этого мы с вами говорили про ужасное положение тех, которые проявили неверие, а это есть самое страшное положение человека, когда он пребывает в неверии, умирает, будучи неверующим, и мы с вами знаем, что и в этой жизни их ждут страдания, и во время агонии смерти, когда ангел будет забирать душу, это будет наказание. И в могиле их будут наказывать, и в судный день. Самое страшное положение – это положение неверующих, которые отказались уверовать в Аллаха. А дальше идет положение верующих, но грешников. Это те, которые уверовали в Аллаха, в Его посланника, уверовали в столпы верой, и они умерли, будучи верующими. Но их проблема в том, что они совершали большие грехи, запреты. Они переступали границы Всевышнего Аллаха. И вот что же ждет этих верующих грешников в судный день? Самая первая категория – это те грешники, которые отказались выплачивать закат. Закат – это садака, это обязательная форма садака, то есть фарз. И каждый мусульманин должен понимать, что закат – это один из столпов ислама. И закат занимает величайшее положение в жизни мусульманина. Мы видим иногда братьев, которые, может быть, где-то расходуют. Я имею в виду братьев не тех, которые вот с нами, может быть, в мечети всегда, да, этнических мусульман иногда видим, есть знакомые нам люди. Они могут и здесь дать садака, и сюда, как говорится, кинуть, да, какую-то часть. Тут на операцию могут дать, им могут вручить там какие-то медали, ордена, могут их объявить благотворителями года, но человек в первую очередь должен выплатить обязательный налог, который назначил Всевышний Аллах. То есть он должен сначала навести порядок в его фарзах, затем только можно думать и о нафилях, то есть о дополнительных видах поклонений. Поэтому представьте человека, который, машаллах, ночами выстаивает ночные молитвы, тахаджуд. Да, тахаджуд – это великое дело, но он спокойно пропускает фарзы. Какой толк? Какая будет польза от его ночных молитв, если он спокойно может пропустить утренний намаз? Спокойно может оставить аср, якобы у него там дел было много. Поэтому тысячи ракагатов, миллионы ракагатов ночных намазов не могут нам заменить один ракагат фарза. Это фарз. И невозможно фарз сравнить даже с нафилем, потому что это фарз. И здесь то же самое. Машаллах, он туда дает, а закат он не выплачивает, он никогда об этом не думает. Хотя, это не так много. 2,5%. 2,5%. Аллах ему дает 100% и говорит, только 2,5% верни обратно. Не мне. Аллах не нуждается в том, чтобы мы его кормили. Да? А говорит Аллах, верни, но отдай не мне, а вот твоему соседу. Отдай вот тому немощному, вот тому, вот той вдове отдай. Потому что
это не твое. Если ты попадаешь под закат, и твои 100 из твоих 100 рублей 2,5 рубля, это не так много. Остальное все твое, забирай, все, бисмилля. Да? Но вот эти 2,5 рубля, это не твое, это харам тебе. Харам. Поэтому ты должен быстрее, когда приходит время назначенное, ты должен отдать это. Поэтому очень важно, сначала мусульманин должен навести порядок в закатах, потом он может быть, может думать, может быть, я ифтар сделаю. Бисмилля, делай ифтар, награду получишь. Но если ты закат не платишь, а тут ходишь ифтар делаешь, машаллах, тебе имам дуа сделал после намаза за тебя, все такие радуются, машаллах. А он закат не платит, это преступление, дорогие братья. Сначала фарзы, потом сунны, нафили и так далее. Закат. Выплата заката очищает имущество человека и дает ему баракат. И даже само слово закат, юзакки, очищение. То есть посредством заката, садака, Аллах очищает имущество верующего. И, альхамдулилля, чистое имущество дает ему баракат, счастье как в этой жизни, так и вечной. И в судный день человека подвергнут наказанию. Мы еще про ад не говорим. Мы говорим про судный день только еще. Это один день, но продолжительность 50 тысяч лет. Мы сейчас про ад не говорим. В судный день подвергнут наказанию того, кто не будет выплачивать закат, который прописал ему Всевышний Аллах. И его богатство придет к нему, вот та часть имущества, от которой он не избавился, не отдал, налог не выплатил, это имущество придет к нему в разных ужасных, страшных явлениях. Давайте посмотрим два хадиса и один аят. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает этот хадис сборника имама аль-Бухари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в судный день богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закат, предстанет перед ним в образе змеи. Когда мы говорим в жизни слово «змея», наверное, ни у кого не возникают какие-то ностальгии, симпатии. Змея такая красивая, да? Змея — это всегда было что-то такое порицаемое. В образе плешивого, ядовитого змея с 2 черными пятнами. Ученые говорят, что пророк не просто так описывает вид змеи, да? Он бы просто сказал большой змей будет, и он будет страшный, да? То есть плешивый, ядовитый змей с 2 черными пятнами. То есть ученые говорят, что это или же пятна над глазами змея, или же это его ядовитые железы, которыми он будет кусать своего хозяина, так скажем, да? С черными пятнами, который обовьется вокруг его шеи в судный день и вопьется ему в щеки и скажет: «Я твое богатство, я твое богатство, я твое сокровище». И вот представьте себе, во что превратится то богатство, ради которого человек всю жизнь трудился. Мы же не говорим, что мы никогда не говорим, ислам не говорит, что богатые, они все плохие, что они ислам никогда не порицает богатство. Пророк ﷺ сказал: «Ни'маль малю салих фи яди раджули салих». То есть, каково прекрасно благое имущество в руках благого человека. Но только в руках благого человека. Поэтому богатство не порицается. Но сколько сил, сколько труда человек
не жалеет, чтобы заработать, найти это богатство. Сколько он там унижался, оставлял свою семью, куда-то уезжал, где-то с кем-то разбирался, чтобы свою, как говорится, взять свое, вернуть или. Но за то, что он отказывался выплатить вот эти 2,5%, вот это имущество, которое он так любил, к которому так стремился, оно придет к нему в виде этого страшного, ядовитого змея, который вцепится в его щеки своими ядовитыми зубами и будет говорить: вот я твое богатство, я твое сокровище. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят из суры Аль-Имран, 180 аят. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости. То есть Аллах, кто дал это имущество? Почему он оказался состоятельнее других? Потому что Аллах ему дал. И Аллах ему это дал не потому, что он лучше, а по своей милости. Аллах милостивый, и он дал ему это. И человек это должен понимать. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступят так лучше для них. Что поступать так лучше для них. Нет, это хуже для них. То есть человек почему не расходует? Он говорит: нет, мне лучше себе оставить. Да у меня столько там обязательств. Мне там это надо сделать, то надо закрыть. Поэтому он же отказывается от выплаты заката, и он же как-то это объясняет. И он думает, что отказ от выплаты для него лучше. Аллах говорит: пусть не думают, что поступать лучше для них. Нет, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обвиты тем, что они жалели. То есть ему жалко было, отдать вот это. И вот эта часть, она придет в виде ядовитой змеи с 2 черными пятнами. Также в судный день появится все его имущество, если это было в виде золота и серебра, монет, все превратится в пластины из огня, которыми покроют тело обладателя этого богатства. Всевышний в Коране говорит, сура Ат-Тауба, 34-35 аяты: обрадуй же тех, то есть обрадуй наказанием, в кавычках, обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха мучительным наказанием. В тот день их сокровища будут раскалены в огне ада, и им будут заклеймены их лбы, то есть вот эти монеты, их будут монеты держать, золотые и серебряные, на огне ада, над огнем, и будут сжигать их лбы, бока и спины. И им будет сказано: вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили. То есть он отказался отдавать. Вот Аллах вернет ему вот эти золотые и серебряные монеты в виде вот этих пластин, которыми будут заклеймены их лбы и бока, спины и бока. И вот, дорогие братья, 2,5%. Также хадис. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: день воскрешения для любого обладателя золота и серебра, который не отдавался своего имущества должного, из этого обязательно сделают огненные пластины, затем их раскалят в пламени ада и станут прижигать ими его бока, его лоб и спину. А как только они остынут, все равно жар, который находится на этой пластине, когда эту пластину положат на тело, тело все равно возьмет этот жар. И пластина обязательно остынет, Кто-то может успокоить себя. И пророк сказал: а как только они остынут, все это будет повторяться для него в течение всего дня,
равного 50 тысячам лет. То есть это будет безостановочно. Пока не завершится суд над рабами и не будет показана ему дорога либо в рай, потому что он верующий, Аллах может простить после этого его, либо в ад, то есть он понесет наказание за свои грехи. Тогда люди спросили: «Я Расуль Аллах, а что же скажешь о животных?» Потому что у людей были верблюды, коровы, овцы, с которых тоже нужно было выплачивать закат. Ну, ответ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достаточно объемный, поэтому давайте оставим на следующий раз. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.